Да-да. Александр Сергеевич, Да-да, слушаю вас. спасибо за ожидание. Павин Александр Дмитриевич, старший специалист финансового отдела Сбербанка России. Поступила заявка о компрометации ваших личных данных. Уточните, с какой ситуацией вы связались, вакансия более детально ознакомливается с вашей заявкой. Что? Что с меня списалось? Я не знаю, ничего не списалось. Нет, уважаемый, говорю, с какой ситуацией вы связались, вакансия более детально ознакомливается с вашей заявкой. То есть, какую информацию вам представлял сотрудник, который ранее с вами разговаривал? Что якобы там пытаются списать или что-то такое. Я, если честно, ехал за рулем, плохо его слышал. Да, вы можете чуть громко сказать, Я еду, по-другому никак не смогу разговаривать. вы можете, пожалуйста, остановиться, принять вправо, включить аварийный режим на вашей машине? Я еду Вот по я вас очень МКАДу, плохо здесь слышу. нельзя останавливаться, понимаете? По МКАДу вы едете? Да, я в Москве сейчас. Хорошо, да, я записал эту информацию. Также в этом месте смотрите, пожалуйста, еще эту информацию, которую вам прислал сотрудник, который ранее с вами разговаривал. Вот вы пропадаете немножко. Говорю, Александр Сергеевич, уточните, какую информацию вам представлял сотрудник, который ранее с вами разговаривал? Ну, что он младший специалист Сбербанка, что, я же говорю, хотит кто-то что-то списать. Вот, что, в общем, нужно дать какие-то данные, чтобы спасти мои деньги и сберегательный счет. Хорошо, я записал эту информацию. Смотрите, изначально в систему нашего банка это поступила заявка на замену вашего контактного номера телефона Да, с точно. окончанием Во-во-во. 99 Ага. 53 на номер телефона с окончанием 0155. Данное действие вы не подтверждаете, верно? Нет, не подтверждаю, не было такого. Хорошо, также можем после этого отображается попытка перевода с вашего лицевого счета. Вам объяснили, что такое лицевой счет и для чего он принадлежит? Ну да, я знаю, что такое лицевой счет и для чего он нужен. Нет, ничего такого не происходило, деньги не списаны. Ну то, что пытались, Хорошо, плохо, конечно. хорошо, уважаемый сын. В данный момент отображается попытка перевода от вашего имени в размере 5000 рублей на Антонова Егора Петровича. Данный человек для вас знаком? Еще раз, Антонов Егор Петрович? Петрович. Нет, Верно? не знаю такого. Не знаком. Нет. Хорошо, уважаемый сын, я записал эту информацию. На данный момент, уважаемый сын, я естественно не располагаю, что утечка произошла из структуры Сбербанка. Какой-либо сотрудник вас завладел вашими личными данными и уже от вашего имени пытается перевести деньги незаконно одобренным путем. На данный момент, уважаемый сын, уточните, когда лично вы последний раз посещали отделение нашего банка? 2 года назад, когда карточку получил и все. Хорошо, я записал эту информацию. Также уточните город и улицу отделения, где вы обслуживались последний раз. Город Курск, а где получал, я не помню. Хорошо, я записал эту информацию. Также, уважаемый сын, я некорректно повышать информацию по всем вашим финансовым средствам в системе нашего банка. Мы изначально с вами перепроверим все те средства, которые подтверждаются по всем вашим финансовым средствам. Это ваши дебетовые карты, кредитные карты, накопительные вклады и депозитные карты. На данный момент, уважаемые уточните, какие были последние расходные операции по вашей дебетовой карте? Оплата, снятие, перевод, выполнение, Оплата? оплата. Хорошо, уточните, уважаемые, после данной оплаты СМС-уведомление вы получили? Да, Сообщение с номера 900. да. Хорошо, также уточните, уважаемые, после данной оплаты, как вы зафиксировали последний остаток по вашей дебетовой карте? Там что-то около 15 копеек. 15 копеек. Да. Также уточните, это у вас зарплатный проект в нашем банке, либо Да. карта для личного использования. Это 2 в одном. То есть вы ежемесячно получаете зарплату на Да, данной карте? да, да. Хорошо, уточните, какая ежемесячная зарплата поступает вам? Среднюю сумму назовите мне, пожалуйста. 150 тысяч. Сумма в размере 150 тысяч, верно? Да. Хорошо, я записал эту информацию. Также уточните дополнительные дебетовые карты, кредитные карты в переводе в нашем банке. Нет, только вот одна дебетовая. Моментальная. Я не знаю, моментальная. Дебетовая, она не дебетовая. Моментальная все. Хорошо, я записал информацию. Также уточните накопительные счета вклада и депозиты открывали самостоятельно в нашем банке. Нет, помогал дядя мне. А в каком смысле помогал
Ну, как бы я в этом не особо понимаю, вот как вклады, какие там проценты. Он посоветовал и был со мной, что проценты там все юридически он более подкованный, чем я. И он присутствовал во время этого, когда я вносил деньги на сберегательный счет. Хорошо, уважаемый Никита, значит, на какую сумму вы открывали ваш сберегательный счет? 750 тысяч. Но это было, Хорошо, еще опять раз. же, 2 года назад. Сколько там сейчас, я не знаю. Я же говорю, до миллиона где-то, наверное. Хорошо, то есть вы уточните, какие были последние операции по вашему сберегательному счету? Это пролонгация, снятие процентов, пополнение. Не, ничего не было. Ну, там же проценты, они сами начисляются. Я даже... Вот 3 года пройдет, на 3 года мы положили. И вот в декабре, 29, по-моему, декабря будет 3 года. И я вот пойду в Сбербанк, узнаю, что там по состоянию. Хорошо, уточните, на какую сумму вы открывали? 750 тысяч. 750 тысяч, верно? Да. Хорошо, я записал эту информацию, уважаемый клиент. На данный момент передаю заявку в финансовый отдел нашего банка для детальной перепроверки вашего лицевого счета с фактом мошеннических действий по статье 59, часть 3. Это хищение денежных средств должностным лицом. На данный момент, уважаемый клиент, уточните, у вас возможно возникать какие-либо вопросы по данной ситуации, что-либо было непонятно. Нет, все понятно. Все было понятно. Хорошо, уважаемый клиент, меня также четко отображается. Как следует, денежный перевод выполнялся именно с вашего основного счета, не просто с вашей дебетовой либо кредитной карты, а именно с вашего основного счета, к которому привязаны ваши дебетовые кредитные карты, накопительные счета, депозиты, вклады, валютные счета и так далее. То есть у нас все основания располагать, что именно сотрудники банка совершают противоправное действие против вас. Это статья 159, часть 3, хищение денежных средств должностным лицом. На данный момент через систему банка мы будем перепроверить, находятся ваши паспортные данные. Данное отделение будем ставить на плановую перепроверку. Каждый сотрудник банка будет входить в процедуру полиграфа на причастность к данной ситуации. Как только мы найдем сотрудника банка, который завладел вашими личными данными, мы вам полностью предоставляем информацию о сотруднике банка. Далее решение уже будет ваше. Писать заявление по факту снижения денежных средств либо же нет. Но банк будет в любом случае выдвигать обвинения против недобросовестного сотрудника. Уточните, эта информация была ясна с моих слов? Да, ясна, и предыдущий специалист мне то же самое, просто зачем мне одно и то же по второму кругу, я вот этого не понимаю. Хорошо, я записал информацию, уважаемый клиент. Также в данном случае, если у вас выполняется операция именно по вашему основному счету, мы обязаны не просто заблокировать ваши карты и счета, а именно заменить лицевой счет, к которому привязаны все ваши финансовые ветки. Только таким образом мы можем корректно решить данную проблему. Для удаления вашего лицевого счета из системы нам необходимо, чтобы по каждой из ваших финансовых веток остаток составлял менее 1000 рублей. В данном случае по закону мы можем перевести остаток денежных средств автоматически. То есть мы не можем удалить ваш лицевой счет с вашими личными средствами. То есть если мы удаляем ваш лицевой счет на сумму в размере 750 тысяч рублей, то есть на такую же самую сумму мы и должны его восстановить. Но вашими денежными средствами, уважаемый клиент, мы просто не можем пользоваться. Ваши денежные средства будут перенесены в наличную форму хранения. Главный офис Сбербанка России, это город Москва, улица Вавилова, 19. Для временного хранения до факта разбирательства. Денежные средства, которые вы будете обналичивать, эти денежные средства будут выдаваться из резерва банка по разрешению правоохранительных органов. То есть эти денежные средства вам выдаются только для одной операции, не для личного использования, а только для замены реквизитов. Уточните, Александр Сергеевич, эта информация была ясна с моих слов? Ну, частично ясна, частично не ясна. Хорошо, уточните, что именно вам было непонятно. Да я не понимаю, что вы сейчас хотите от меня. Все, я понял, что какой-то была проведена операция несанкционированная. Мне нужно завтра я поеду в Сбербанк, где Вавилова 19, да, говорите? Центральный банк. Нет, уважаемые клиенты, центральный банк у вас туда просто не пустят. Там ход только по пропускам. Ага, ну значит обращусь в обычное где-нибудь сейчас здесь в Москве. А не завтра. Я понял Для вас. того, чтобы корректно решить эту проблему. Ну завтра тогда обращусь, да и все. Или сейчас что от меня надо? Что сейчас надо от меня? Александр Сергеевич, вы меня слышите? Да. Действие нужно выполнять, то есть на данный момент, а не завтра. Потому что до завтрашнего дня денежные средства уже будут списаны с вашего счета фактом мошеннических действий. То есть и банк вам возмещать данный ущерб не будет. Как они могут быть списаны? Так как третьи лица зашли по вашему логину и паролю в личный кабинет Сбербанк онлайн.
от Да. вашего имени пытается переводить деньги незаконным доступным путем. Но у них же не получается. Уважаемый клиент, пока мы с вами на линии, то есть, естественно, у них не получается. Ну вот, если у них 3 раза не получится, то... Но я же не буду с вами все время сидеть на линии до завтрашнего дня. И также в отделение банка вам на данный момент финансово небезопасно идти, потому что можете попасть на того мошенника, который и завладел вашими личными данными. Мы также еще не понимаем, в каком именно отделении банка завладели вашими личными данными. Так возможно, это один человек, либо же это группа лиц. На данный момент, можно сказать, у вас есть два решения вашей проблемы. Либо же это идет замена реквизитов, либо же, уважаемые клиенты, если вы полностью отказываетесь от защитных действий, вы берете на себя уже самостоятельно. Банк в таком случае придет заявку в Министерство юстиции и сотрудникам правоохранительных органов на арест вашего счета до факта разбирательства на срок периода от 60 до 120 рабочих банковских дней. Ну, тогда беру всю ответственность на себя. Хорошо, на данный момент, уважаемые клиенты, если вы полностью предоставляете ваше жилье, то, что отказываетесь от защитных действий, соответственно, безопасности ПАО Сбербанк. Да, отказываюсь. Беру ответственность всю на себя. Вы мне полностью предоставляете ваше жилье и проговариваете данную информацию. Еще раз. Говорю, уважаемый клиент, вы предоставляете мне полностью ваше жилье и то, что вы отказываетесь от защитных действий внутренней службы безопасности ПАО Сбербанк. Так я же уже фамилию, имя говорил. Или это еще раз надо? Естественно, только мне полностью предоставляете Я... из данного разговора. Ага, я, Машкин Александр Сергеевич, отказываюсь от защиты ПАО Сбербанк. Хорошо, на данный момент, Александр Сергеевич, я приду заявку в Министерство юстиции и сотрудникам правоохранительных органов на арест вашего счета. Угу. На данный момент, уважаемый клиент, ваш счет будет арестован до факта разбирательства на срок периода от 60 до 120 рабочих банковских дней. В отделении банка также будет отказано в обслуживании, потому что счет находится на аресте по статье 159. Угу. Также, уважаемый клиент, денежные средства, которые были перевод в размере 5000 рублей, эти денежные средства подтверждаются, деньги будут списаны с вашего счета. Банк вам не будет возмещать данные ущербы. Также ваш счет будет арестован от 1 до 3 рабочих банковских дней. Банк снимает на всю полностью ответственность за сохранность ваших денежных средств во всем вашем финансовом ведомстве системе нашего банка. Данный ущерб банк вам не будет возмещать. На данный момент, эта информация была ясна с моих слов? Да, к сожалению, ясна. Хорошо, на данный момент, уважаемый клиент, не было церковь. С вами общаться. Спасибо, что выбираете Сбербанк. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Пришлось взять ответственность на себя. Пусть блокируют несуществующий счет и снимают несуществующие деньги. Удачи вам, ребята.